Бывает же, что шкаф ломит от вещей, а одеть нечего. Та же проблема с обувью. Ее может быть большое количество, но на улицу хоть босиком выходи. А так хочется чего-нибудь новенького. Или старенького, но в новом обличии. Юль, а чем мы сегодня займемся? Превратим старые туфли в новые при помощи страз. Здорово! Привет, девчонки! С вами снова программа «Зеркальце». Мастерская для самых стильных и модных девчонок, которые идут в ногу со временем и не боятся экспериментировать. Я Рената. А я Юля, и мы начинаем свою работу. Девчонки, прежде чем приступить к любым манипуляциям, не забудьте помыть и почистить вашу обувь, а главное – обезжирить ее. Это можно сделать при помощи средства для снятия лака. Мы сделали это уже заранее. Ой, какие симпатичные. А что с ними не так? Они потеряли свой презентабельный вид, получив несколько царапин. Но мы их спрячем при помощи страз. Такие стразы можно легко купить в любом швейном магазине. А что нам еще понадобится? Также нам необходим термоклей. С ним работаем очень аккуратно. Давай скорее начнем нашу творческую работу. Конечно. Включаем фантазию, девчонки. Думаю, стоит начать с самых крупных страз. Ух ты, какая красота! Мне кажется, такие стразы будут шикарно смотреться при вечернем освещении. Я тоже так думаю. Тут, девчонки, главное – терпение. Ух ты, у нас получатся бриллиантовые туфли. Девочки, правда красиво? Интересно, а откуда взялись эти стразы? А об этом нам расскажет наш волшебный сундучок. В нашем сознании слово «стразы» крепко связано с брендом Сваровски. Однако талантливый австрийский изобретатель создал только оборудование для массового производства и обработки искусственных камней. Сама же идея замены драгоценностей более дешевыми камнями была известна задолго до него. Основная задача, которую выполняют стразы – подмена подлинных драгоценных камней. Имитация жемчуга и лазурита и других камней археологи находили даже в древних гробницах. В средние века знатных господ всегда сопровождало маленькое войско охраны, ведь богато одетого вельможу в ближайшем же лесочке могли запросто ограбить многочисленные разбойники. Не надеясь на защиту своих рыцарей, путешественник часто украшал себя искусственными драгоценностями, чтобы не жалеть потом об утраченных богатствах. Всю эту искусственную красоту во множестве производили те же ювелиры, что гранили настоящие бриллианты, рубины и сапфиры. При этом они часто оставались безымянными и безызвестными. Сегодня стразы и изделия из них стали не подделкой, а настоящими произведениями искусства, имеющими собственную ценность. А бренд Сваровски получил мировое призвание и любовь миллионов поклонников во всех странах. Девчонки, наша кропотливая работа подходит к своему логическому завершению. А вы, девчонки, выкладывайте свои идеи в нашей группе ВКонтакте, а также участвуйте в наших конкурсах, ведь победителей всегда ждут призы. Кстати, в нашем летнем конкурсе «Рукоделец» победила Латыпова Шаура. Девчонки, давайте вместе посмотрим мастер-класс с ее участием. Для начала берем нашу ткань и отрезаем края. Вот что осталось. Теперь этот край прошьем на машинке. Поворачиваем наизнанку. Закрепим иголочками. Проложим строчку. Обработаем верхний край.
теперь самый важный момент. Берем эластичную нить и наматываем на шпульку. Наши туфли уже готовы и ждут своего выхода в свет. В таких бриллиантовых туфельках можно почувствовать себя настоящей голливудской звездой. А какая же голливудская звезда без стильной прически? Смотрим мастер-класс вместе. Девчонки, мы сегодня сделали старые туфли новыми, А еще мы научились шить модный летний сарафан. а также узнали много интересного из истории моды и научились делать модную прическу. Наше время подошло к концу. Девчонки, а ваше только начинается. До новых встреч в нашей мастерской. Увидимся в зеркальце.